Смотрите в новом выпуске телепередачи «Вестник Харысхал». Развиваем речь с помощью движений. Движение и музыка – это три кита, на которых строится логаритмика. Раскрой свои творческие способности. Ведется прием заявок на конкурс «У каждого человека свои звезды». Мы его проводим в этом году немножко в другом формате. Первый этап мы решили сделать заочно, для того, чтобы дети самых дальних уголков нашей республики могли принять участие. Новый проект благотворительного фонда Харысхал. Практикоориентированные курсы для родителей. Специалисты как раз-таки обучают их, как проводить занятия, как правильно с ними, с детьми взаимодействовать. Республиканский инновационный социальный проект «Спорт без границ». А для детей с инвалидностью, занятия спортом и вообще такие парафестивали – это как своего рода социализация. Речь в жизни человека занимает существенную позицию. Она определяет возможность любого взаимодействия и сопровождает его в разной деятельности. У многих современных детей наблюдается задержка речи. Один из способов, который может помочь, это занятие логаритмикой. Логаритмика – это коррекционная логопедическая ритмика, то есть развитие речи с помощью движений, является формой активной терапии и представляет собой систему двигательных упражнений, связанных с одновременной речевой активностью. В благотворительном фонде Харысхал уже 4-й год проводятся занятия по логаритмике под руководством педагога-логопеда Юлии Решетниковой. Речь, движение и музыка – это три кита, на которых строится логаритмика. Логаритмика у нас развивает артикуляцию, дыхание, координацию движений у детей. Во время занятий мы выполняем артикуляционную гимнастику, развиваем наш фонематический слух, общую моторику, мелкую моторику, работаем над ритмом, над темпом. Все это, конечно же, в игровой форме, с музыкой, с движениями, с танцами. Логаритмика в первую очередь рекомендуется детям с заиканием или наследственной предрасположенностью к нему, с чересчур быстрой, медленной или прерывистой речью, с недостаточно развитой моторикой и координацией движений, с дизартией, задержками развития речи, нарушениями произношения отдельных звуков, часто болеющим и ослабленным детям, деткам, находящихся в период интенсивного формирования речи. Популярность и эффективность логаритмики связаны с тем, что занятия проходят в игровой форме по принципу подражания. Наши занятия проходят вместе с родителями. Таким образом, родители сами обучаются и видят, как ребенок ведет себя на занятиях. Мне кажется, это намного эффективнее, чем просто занятия, когда ты с ребенком сам, а родитель ничего не видит и не в курсе, что происходит. Наши занятия бесплатные. Записаться можно по телефону 705-887. Обычно о наборе на логаритмику мы выкладываем на нашей странице в Инстаграм. Добрая страница. Подписывайтесь и следите за обновлениями. Коктейль из движений, речи и музыки помогает детям научиться красиво и плавно говорить, а в некоторых случаях даже избавиться от заикания. Открыт прием заявок на 3-й республиканский фестиваль-конкурс инклюзивного творчества от благотворительного фонда Харысхал совместно с региональным отделением в Орде. У каждого человека свои звезды. Фестиваль пройдет в рамках Всероссийской недели инклюзивного образования. В этом году мы уже в 3-й раз проводим наш республиканский инклюзивный конкурс-фестиваль для детей с инвалидностью и их сверстников без инвалидности. У каждого человека свои звезды. Мы его проводим в этом году немножко в другом формате. Первый этап мы решили сделать заочно, для того, чтобы дети самых дальних уголков нашей республики могли принять участие. Им всего лишь нужно заполнить заявку и отправить видео с направлением, с которым они хотят участвовать в фестивале. Второй этап у нас уже очный, на который будут приглашены именно призеры, занявшие определенные места в нашем фестивале. Фестиваль у нас уже собрал достаточно много заявок. Это очень радует, что на самом деле очень много заявок из дальних районов республики, потому что это для них большая возможность принять участие в таком конкурсе, приехать в город, выступить на большой сцене, познакомиться с другими ребятами. Поэтому мы очень рады, что нас активно поддерживают наши семьи, наши родители, и дети с удовольствием принимают участие. Участники могут представить конкурсные номера по следующим направлениям: театр, хореография, танец на коляске, вокал, жестовое пение, театр мод, инструментальный номер и фольклор.
Заявки принимаются до 23 февраля 2020 года по адресу Курашова, 24, офис 403. Ознакомиться с положением можно на сайте добро.saha.ru. Благотворительный фонд Харысхал совместно с Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ОВЗ запускает новый проект проведения практикоориентированных курсов для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель проекта – обучение родителей, организации и проведение развивающих и коррекционных занятий с детьми в домашних условиях. Проект будет реализовываться в течение этого года для родителей, которые проходят реабилитацию в реп-центре. Курсы будут вести следующие специалисты: логопед, сурдопедагог, авотерапевт и нейропсихолог. Занятия проводим родителям, чтобы в домашних условиях они стали более компетентными, появился интерес, заниматься конкретно дома. И вот наши специалисты как раз-таки обучают их, как проводить занятия, как правильно с ними, с детьми взаимодействовать. То есть здесь хочется отметить то, что, находясь в реабилитационном центре 21 дней, они полностью не получают то, что развивающие занятия, полностью коррекцию не получают. И получается, они должны тоже заниматься дома. Это является осознанным родительством. И хочу отметить то, что такие специалисты дают только на 20%, а остальные 80% зависят только от родителей самих. Для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, сотрудничество со специалистами расширит представление о собственной компетенции, придаст уверенность в своих силах, поспособствует пониманию своих возможностей и возможностей своего ребенка, активному участию в процессе реабилитации, помогает родителю и ребенку адекватно взаимодействовать друг с другом. В апреле 2019 года благотворительный фонд Харысхал начал реализацию инновационного социального проекта «Спорт без границ» при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Цель проекта – создание технологий социализации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья через внедрение и развитие адаптивной физической культуры в условиях семейного воспитания. «Спорт без границ» рассчитан на 2 года, и за это время будет охвачено 120 детей с инвалидностью и дети с ограниченными возможностями здоровья, и 120 семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Проект реализуется на базе 5 школ Якутии – в Вилюйском, Намском, Усть-Алданском, Чурапчинском районах и в городе Якутске. Педагоги по физической культуре из перечисленных школ прошли обучение у специалистов адаптивной физической культуры. И уже с начала нового учебного года к проекту «Спорт без границ» присоединились участники. Дети с инвалидностью и их родители учатся играть в паралимпийские виды спорта, такие как боча и голбол, а также в адаптированные настольные спортивные игры – новус, шаффлборд, джакола, пулабута и корнхолл. На протяжении этого времени наши участники проекта, они 2 раза в неделю занимались физической активностью дополнительно, вне зависимости от посещения уроков физкультуры. Познакомились они с интересными настольными играми спортивными, которые доступны для каждого ребенка, вне зависимости от его возможностей. Также, конечно же, наши педагоги проводили для них всеми известные паралимпийские виды спорта. Таким образом, в школы Республики Саха-Якутия внедрена система развития адаптивной физической культуры, которая станет не только одним из средств физической реабилитации, но и главным помощником в социализации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Впервые в школьных условиях дети с инвалидностью и дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе освобожденные от уроков физической культуры, получают возможность заняться вместе с родителями адаптивным спортом. Итоговым мероприятием 2019 года у нас стал большой парафестиваль, в который приглашались и родители, как и сверстники детей-участников без инвалидности, чтобы они вместе, дети без инвалидности, они учатся общаться через спорт с детьми с инвалидностью. А для детей с инвалидностью, занятия спортом и вообще такие парафестивали – это как своего рода социализация. И тем самым они учатся общаться со своими сверстниками без инвалидности.
По итогу проекта «Спорт без границ» будет создан методический материал технологий по социализации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья через вовлечение в адаптивную физическую культуру, которая займет прочную позицию в системе социальной поддержки. Много цветов таких очень редких, красивых и больше зелени, чем цветов. Стеклянное сооружение в виде теплицы, много цветов разных. Цветы, зелень. Много желтых цветов. Чувствую неимоверный простор, разнообразнейшее количество цветов, разных цветов, всех цветов радуги, можно сказать. И почему-то у меня ассоциация идет именно вот жужжание пчел. Получается освежающая прохлада, но в то же время обвивает такой легкий, очень даже теплый ветерок. И, конечно же, солнце, зелень. Пасмурная погода, большие волны, серые облака. Море бушует, из-под туч выходит радуга. Там очень пахнет вкусно морозом, свежестью и морем. Синее-синее небо сливается с морем. Для меня, во-первых, это пляж, предвечерний час. От моря идет теплое дуновение ветра. Солнце вот-вот скоро взойдет, но все еще как бы день в своей силе. Галечное шуршание, спокойствие, умиротворение и постепенные нарастающие волны. В суете наших поспешных дней и событий, да, нам нужно внять каждый запах, каждый звук, каждую мелодию, ловить каждый момент нашей жизни. Сначала я не воспринимала, наверное, потому что я не знала, о чем будет этот социальный ролик. Только в конце я поняла. Нужно задуматься, наверное, насчет этого. И вообще, как живется другим людям. Нам наглядно показали, что есть такие люди, на которых бывает, возможно, никогда не обращаешь внимания, или все равно невольно рано или поздно задумаешься вот о таких вещах.